Опасность для всех и каждого. В регионе создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Важное политическое событие. Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию обсудили на заседании Общественной палаты Ингушетии. Розы, орхидеи, тюльпаны и хризантемы. Цветочный ажиотаж или предпраздничный бум. Расскажем, какие цветы дарят ингушским женщинам на 8 марта. На телеканале «Ингушетия новости 24». Здравствуйте. В целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции по поручению временно исполняющего обязанности председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина в регионе создан оперативный штаб. В его состав включены все ответственные структуры. В задачу штаба входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений. Между тем, по последним данным, число заболевших коронавирусом в мире возросло до 102 180 человек. Скончался 3491 заболевший. Вылечились 57 389 пациентов. В России официально подтвердили 6 новых случаев заболевания коронавирусом. Все зараженные прилетели из Италии. Вирус обнаружен еще на одном круизном лайнере у берегов Калифорнии. У 26 человек из 3500 диагноз подтвердился. Как отметили в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в Ингушетии находился под наблюдением в течение 2 недель один житель республики, прибывший из Гонконга. Лабораторные анализы оказались отрицательными. На сегодня в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Предстоящее общероссийское голосование по поправкам в Конституцию обсудили на очередном заседании Общественной палаты Ингушетии. Это одно из важнейших политических событий в жизни страны. Участники встречи поддержали все инициативы, озвученные президентом в своем обращении. В Общественной палате Ингушетии уже прошли слушания по поправкам, на которых составлен ряд предложений, которые направили в Совет Федерации России. Напомню, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Мы считаем, что нам надо образовать рабочую группу, что сегодня было сделано, в которой заключить соглашение с различными представителями общественных организаций, политическими партиями. А оттуда мы наберем общественных наблюдателей, которые будут участвовать в наблюдении, другого слова нет, за выборами на соответствующих участках. Такую работу мы уже однажды проводили, у нас есть опыт, это и во время выборов президента Российской Федерации, и на муниципальных выборах здесь у нас в республике. Мы в этом отношении тесно взаимодействуем с избирательной комиссией Республики Ингушетия и надеюсь, что все пройдет на высоком организационном и правовом уровне. Будьте счастливы всегда. Большой праздничный концерт прошел сегодня в ДК Икажево. В преддверии Международного женского дня виновниц торжества со сцены поздравляли звезды ингушской эстрады. Самые теплые и искренние слова поздравления звучали в адрес матерей. Приятным дополнением к празднику для дам стали и букеты цветов. О чем поют к 8 марта, расскажет Светлана Томова. Цветы, море улыбок и лучшие музыкальные композиции. Все в этот день для них, прекрасных женщин, матерей, сестер, бабушек. Слова любви и уважения к ним звучат в душевных песнях, посвященных прекрасной половине человечества. Во все времена женщина была символом красоты и любви, хранительницей домашнего очага. Благодаря им в мире существуют такие вечные ценности, как дом, семья, дети. Потому в такой день принимать поздравления в свой адрес без всякого сомнения приятно, отмечают виновницы торжества. Надо найти такое время, чтобы сесть, остановиться, задуматься о том, что есть такие дни,
когда можно просто отдохнуть, поздравить друг друга, пригласить к себе гостей, пойти самому в гости. Потому что в этот информационный век люди очень мало общаются между собой. Вот сегодня мне приятно, что здесь в ДК я увидела очень много знакомых. Хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Желаю им удачи во всем, а главное здоровья. Спешат поздравить со сцены мам даже самые маленькие детишки. Душевная песня из уст малышки растрогала многих в зале. Мужчина радуется празднику не меньше самих виновниц торжества. Ведь это еще один повод порадовать прекрасных дам. И женщин необходимо радовать не только 8 марта, но и все 365 дней в году. Я хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем 8 марта. Пожелать им счастья, здоровья, чтобы всегда на душе им было легко. Дал дел болт, дал тех беркет ее ирзбуш беркет дел болт. شديقة شلات جدو حمد الخواتش جدو صار ده بركتي دياقل دي ندخا شديز الحكيش بي شديز الحقي بي ده بركتي بوبش. Рай под ногами матери – еще одно напоминание, насколько ценна женщина в исламе. Ведь даже в непростые времена наши мамы, сильные характером и добрые сердцем, не перестают удивлять своим бесконечным терпением. И самый большой подарок для них – просто внимание. Роль женщины в исламе даже отражен очень высоко. Я уже, конечно, понимаю, что без женщины полмира может не существовать. С другой стороны, наши женщины, мудрые женщины, престарелые уже прошли такие тяготи этой жизни перенесли, связанные с ссылкой, с другими неудобствами жизни. Дай Бог им здоровья. Везуаханло ждало, мершлил был пуш. Шейте беркативилыш, озбахал бы. Кроме ярких впечатлений, на прощание дамы получили весенние букеты любимых цветов и заряд ярких эмоций на всю весну. Светлана Томова, Магомед Шаухалов. Новости 24. Представительницы прекрасной половины человечества принимают поздравления и на дому. Корзины с фруктами дарили вдовам участников Великой Отечественной войны. С Международным женским днем и грядущей 75-й годовщиной победы над фашизмом их поздравили врачи республиканской поликлиники. В предпраздничной суете врачи справились и о здоровье жительниц. Микаил Тангиев с подробностями. Миноуси Цычоева гостей встречается с простертыми объятиями. К ней наведались врачи из республиканской поликлиники с подарками в преддверии 8 марта. Она вдова ветерана Великой Отечественной Хаматхана Цычоева, который ушел из жизни в 2002 году. Ему было 95. Муж не любил говорить о войне, вспоминает Миноуси, но всегда завещал беречь мир, который был достигнут тяжким трудом. Том батсам яц хози дар вен шуо хоз бхаби бог бен ханзм чо паргатою цогам чо халуер чо паргатян ханзм адам. От чая гости отказываются. В списке немало адресов, куда нужно заехать. В очередном доме, куда приехали врачи с подарками, также проживает вдова ветерана Великой Отечественной Лидия Мальсагова. Мы хотели вас поздравить с наступающим 8 марта. Потом 75 лет нашей Великой Победы. Учитывая, что вы вдова ветерана, и с этим праздником решили заранее, Спасибо, что вспомнили. Вас очень мало, и мы вас очень сильно бережем и дорожим вами. Бабушке 89 и чувствует себя в таком возрасте прекрасно. В этом убедились и врачи, измерив ей давление. Лидия отмечает, защитник Родины и глава семьи ушел, но память о нем жива. Я защищаю свою Родину. Он действительно любил Родину, любил людей и старался для людей. Да, диктор Долцин, да, лесман выходит, я выходил. Унах.
Если говорить о цифрах, то всего в Назране проживает 2 ветерана и 10 вдов ветеранов Великой Отечественной. Врачи республиканской поликлиники считают своим священным долгом сделать все возможное, чтобы поддерживать здоровье тех, кто был готов пожертвовать не только им, но и жизнью ради светлого будущего своей страны. 2 раза в год проводим полную диспансеризацию, осмотр всеми специалистами, всеми возможными обследованиями. А так регулярно наши врачи, ежемесячно даже чаще выезжают, осматривают, на любые звонки отвечают, приезжают и оказывают посильную помощь. Старшему поколению необходимо особое внимание. Они хранят великую память военных лет и передают ее своим потомкам. Поэтому забота о ветеранах – долг каждого из нас. Михаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24. Женщины в предвкушении праздника, а мужчины ломают голову над тем, что же подарить представительницам слабой половины. Поскольку практически всегда мужчины дополняют подарок букетом цветов, одним из самых посещаемых в эти дни становятся, конечно же, цветочные магазины, в которых уже несколько дней не протолкнуться. К флористам наведалась Диана Дударова. Центральные улицы города заиграли яркими весенними красками. Разновидности цветов встречаются не только в магазинах, но и на развернувшихся ярмарках. Орхидеи, розы, герберы, тюльпаны, хризантемы, лилии. Вариации на любой вкус и кошелек. Виновницы праздничной атмосферы – представительницы прекрасной половины. На вопрос, что любят получать на 8 марта, отвечают охотно. Конечно, на 8 марта цветы, как и все женщины, наверное. Подарки – это подарками, но цветы как-то радуют. Это веет весной. Вот смотришь на них, радуешься. Даже пророк наш, алейхиссалам, тоже любил розы. Особенно розы. Мы тоже любим. Цветы или что-то другое? Я люблю цветы. Конечно, цветы любим. Как и во все времена, главным атрибутом женского праздника по-прежнему остаются цветы. Неудивительно, ведь многие ученые утверждают, что женщины любят цветы на генетическом уровне. До 8 марта остается еще один день, а потому все внимание приковано к цветочным магазинам. У флористов в эти дни ни минуты покоя. Куда ни зайди, все готовят композиции букетов, праздничные корзины. Если в прошлом году особым спросом пользовалась красная голландская роза, то в этом классика сдает позиции. Предпочтение каким цветам отдают все-таки? Как-никак весна, тюльпан, весенний цветок. Все дни покупатели есть, мы рады людям. Не главное покупатели, а чтобы люди радовались. Мы за них рады. Главный вопрос покупателей не только цена, но и качество. Как не ошибиться в выборе и подобрать максимально свежий букет. Флористы не скупились на секреты. Крупные бутоны, какие можно было. По цветку видно, она свежая или не свежая. Она должна быть шершавая, крепкая. Цветочный бум начался задолго до марта. В преддверии праздника в республику завезли миллионы свежих цветов. Магазины начали принимать заказы еще 2 недели назад. Пик продаж пришелся на пятницу. В последний рабочий день недели коллеги поздравляли женщин накануне длинных выходных. Однако получать цветы на 8 марта, как оказалось, любят не все женщины. Немало представительниц прекрасного пола, которые отдают предпочтение практичным подаркам. Получать что нравится больше, цветы? Духи. В преддверии праздника в России провели исследование, согласно которому 41% опрошенных женщин хотят получить в подарок ювелирное украшение, 40% косметику и парфюмерию, 31% рады подарочным сертификатам. Гаджеты интересны только 16% женщин. А вот число мужчин, планирующих поздравить женщин с Международным женским днем 2020, выросло с 90% до 93% по сравнению с прошлым годом. Впрочем, поздравляют с весенним праздником и шлют теплые пожелания прекрасной половине человечества не только мужчины, но и сами женщины. Хочу поздравить всех своих сестер, всех женщин с этим праздником. Пожелать им счастья, здоровья, благополучия во всем. Маму поздравляю, чтобы она вылечилась. На данный момент она в больнице. И чтобы всегда она была здоровая. Я могу поздравить мам с 8 марта. Счастья, здоровья, всего наилучшего, благополучия в семье. Всех женщин нашей республики, да и вообще всех женщин. Женщины, по-моему, друг друга везде, во всем мире понимают по-женски. Желаю им женского счастья. Диана Дударова, Магомед Билакиев. Новости 24.
Наступающему 8 марта посвящают стихи, поздравления, акции и спортивные соревнования. В ФОКе села Верхние Очелуки прошел турнир по волейболу среди женщин. Пальму первенства оспаривали 4 команды из разных субъектов СКФО. За игрой волейболисток наблюдал Харун Аздоев. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю вам счастья, удачи, здоровья, успехов во всем. Комитет туризма и спорта Малгобекского района решили очень оригинально провести праздник 8 марта в спортивном формате. И по горящим глазам участниц и зрителей турнира видно, что задумка удалась. География соревнований вышла за пределы региона. В борьбе за право стать победителем сошлись команды из Ингушетии, Чечни и 2 состава из Кабардино-Балкарской республики. Игры проводились по круговой системе с выбыванием по итогу матча. Ни для кого не секрет, что спорт, помимо прочего, служит средством по укреплению не только здоровья, но и дружеских отношений. Яркий пример этого – участие в составе ингушской волейбольной дружины представительницы Кабардино-Балкарской республики. В этой республике мы впервые, и очень приятно, что нас так тепло встретили. Игра на самом деле интересная, несмотря на то, что в игре у нас был большой отрыв по очкам. Я считаю, что соперников никогда не нужно недооценивать. Может быть, сегодня нам повезло немного больше, чем им, но все-таки было интересно, потому что игра может проходить с большим отрывом, но бывают такие минуты и такие очки, которые, ради которых стоит, так сказать, играть. Такой турнир в нашей республике проводится впервые, но уже имеет все предпосылки стать ежегодным и занять свое место в спортивном календаре региона. В этом виде спорта сильны традиции взаимопомощи, дисциплины и передачи опыта. Это хорошо усвоила Иман Гадаева. За несколько лет тренировок девушка не только подтянула физическую форму, но и обрела уверенность в себе и своих силах. А мотивацию юной спортсменки придают родные и близкие. Моя мама, мои родственники, все за мои начинания. Они во всем помогают мне, соглашаются. Я желаю, чтобы подрастающее поколение, которое еще не в курсе, что такое волейбол, что такое баскетбол, я хочу, чтобы они занимались спортом, потому что это каждому человеку пригодится. Во-первых, это здоровье крепкое, а во-вторых, будет что вспомнить. Волейболистки 4 команд продемонстрировали зрелищные игры в энергичной и напряженной борьбе. Каждая из участниц старалась играть на пределе своих возможностей. Зрителей собралось немало из числа школьников и жителей села, пришедших поддержать команды и посмотреть красивый волейбол. Организаторы турнира создали все условия для участников и гостей. И впредь останавливаться на достигнутом не намерены в реализации далеко идущих планов. Совместно с Минспортом мы проводим этот турнир сейчас в данное время. Но мы хотим этот турнир сделать ежегодным к празднику 8 марта. А так, для популяризации волейбола мы будем сейчас, у нас секция открывается, есть у нас в районе, по Малгобекскому району, 12-я школа, 7-я школа, 25-я, разные. У нас есть уже женские команды, мы собираем. Но среди это учащиеся, а это люди, которые к нам приехали, они с университетов и с разных вузов. Организация турнира продумана до мелочей. Здесь много активности и положительных эмоций, как и подобает настоящему спортивному празднику. Команда Кабардино-Балкарской республики выделялась на фоне соперниц мастерством и спортивными навыками. Несмотря на это, все игроки показали очень интересные и захватывающие игры. Хотя у зрительской аудитории, особенно ее женской части, возникли немного смешанные чувства. И не безосновательно. Тут чего-то не хватает. Наверное, нашей команды. Было бы приятно, конечно, так как они приехали в наш ФОК, чтобы наши сыграли вместе с ними, конечно, выиграли. Мы работаем над этим вопросом, мы решили с классом создать свою команду, чисто нашу. Конечно, я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта, пожелать им удачи, здоровья. Несмотря на юный возраст участниц, каждая из команд проявила упорство, и никто не собирался отбывать второй номер. Проведение подобных турниров стало доброй традицией с участием десятков истинных поклонников спорта, которые приезжают, чтобы получить заряд положительных эмоций от общения и азарта спортивной борьбы. У нас очень дружественные отношения, и мужская сборная уже более 10 лет принимает участие во всех турнирах
совместно со сборной Ингушетии. Поэтому мы ждали предварительно, даже заранее просили, что проверили здесь эти соревнования. Несколько месяцев назад мы здесь принимали участие. Осенью был турнир, посвященный памяти героям России. И мы с удовольствием приезжаем всегда. Каждая команда достойна играть в финале. Но по итогам проведенных бескомпромиссных матчей первое место заняла команда Кабардино-Балкарии. На втором месте уверенно расположилась сборная хозяев турнира и замкнули тройку призеров волейболистки из Чеченской Республики. Поздравляем всех участниц турнира с 8 марта и желаем дальше блистать на спортивных площадках. Харон Аздоев, Ахмед Гандаров, Новости 24. А в шахматном клубе в Магасе прошел чемпионат республики по шахматам среди ветеранов. На интеллектуальной битве встретились самые опытные игроки в возрасте от 60 и выше со всех уголков Ингушетии. Тактическая борьба и минимум ошибок. Такой техники придерживались участники. Каждый сыграл минимум 3 партии. По итогу очки суммируются, а участники, набравшие максимальное количество баллов, станут призерами чемпионата. А самое главное, получат право продолжить борьбу в следующем этапе. Отсюда те, кто выберется, 3 человека, они поедут у нас на чемпионат среди ветеранов. Да. Они все играют очень давно, в шах, очень любят шах. И многие из них приложили немало усилий для развития этого вида спорта в нашей республике. Конкурс по выявлению самых талантливых и креативных завершился. «Лицейская весна» – ежегодный фестиваль, включающий в себя 4 номинации, проходил несколько дней в лицее детском саду Магаса. Под его эгидой школьники демонстрировали навыки исполнения танцев, песен и театральных номеров. А в заключительный день фестиваля столичные лицеисты подготовили настоящий гала-концерт и попрощались с лицейской весной ровно на 1 год. Итог конкурса подведет Тамара Хашагульгова. Эти дети не только хорошо учатся и проявляют себя в различных науках, но и пробуют себя в творчестве. Каждый номер – целая история. Вот перед нами Нико Пиросмани и его «Миллион алых роз». А вот песни и танцы с национальным колоритом. В этом море красок и культур можно и потеряться. Пока одни ждут своей очереди перед сценой, другие уже там. Вот перед зрителями оживают сцены из древнегреческих мифов. Здесь и Олимпийские игры, и лавровые венки, и архитектура. Сегодня номера только лучших из лучших победителей фестиваля. Путешествия по всему миру, при этом не двигаясь со своего места. Перед зрителями оживают различные сюжеты. Из Древней Греции прямиком в Поднебесную, родину чая, фейерверков и бумаги. Изящные движения в национальном платье ципао. Кажется, участницы могут парить над сценой, вопреки законам гравитации. Этот гала-концерт – финальная часть фестиваля, который длился в лицее несколько дней. Легкости и синхронности, признается Амина Арчакова, они добивались не 1 день. Каждый пытался выложиться на максимум, ведь на кону было имя всего 9 класса. Некоторые преодолевают страх на сцене, показывают, насколько они талантливы в танцах, в пении, в инструментальном исполнении. А сам китайский танец, он очень такой нежный, очень красивый танец сам по себе. Конечно, трудно, но мы очень все постарались его выучить и очень трудились. География фестиваля многообразна. Не только зарубежье, но и многонациональная Россия. С ее полюсом холодов, вечной мерзлотой Якутии и многоликим гостеприимным Кавказом. Нам по жеребьевке досталась республика Карачаево-Черкесия. Я про эту страну услышала впервые. Мы много чего узнали. Мы представляли танец, хорное пение, по которому мы получили первые места, инструментальное представление и сольное пение. Каждый год организаторы стараются привнести в фестиваль что-то новое. К примеру, в этом году они решили провести жеребьевку. А значит, конкурсанты до последнего не знали, чей народ или культуру они будут представлять. Пройти мимо многовековой культуры ингушей на этом фестивале точно не смогли бы. Честь представлять нашу республику досталась 4-классникам. Хоть они и учатся в начальных классах, но прекрасно понимали, какая ответственность легла на их детские плечи.
Наш танец – это ингушский древний аланский танец магас. Мы его очень долго репетировали, пытались танцевать еще лучше. И нам говорили, что мы обязательно получим первое место. И это в нас вселяло уверенность. И мы выступили, я надеюсь, на 100%. Фестиваль «Лицейская весна» успел стать традиционным. В таком необычном формате школьники учатся не только толерантному отношению к другим культурам и национальностям, но и раскрываются творчески. Несмотря на то, что мы соревновались с другими классами, мы из-за них болели, тоже хотели, чтобы и у них были первые места. Конечно, не всегда у нас были первые, бывало и второе, что бывает. Фестиваль – это развитие творческих способностей, это выявление талантов. Вы знаете, в ходе подготовки, в ходе проведения этого фестиваля мы обнаружили у детей, которые как-то так вот на уроках не очень яркие, не очень заметны, такие особенности, такие таланты, о которых мы даже и не подозревали и не ожидали увидеть. Этот фестиваль подходит к концу, чтобы дать старт новому уже в следующем году. А пока впереди у ребят учебные будни с массой положительных эмоций от лицейской весны. Тамара Хшагульгова, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.